Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и новости спасения. Вот еще 4 лохматые жизни спасены и в безопасности. Огромное спасибо Надежде. Спасибо всем, кто участвовал в спасении. Только так, только вместе мы можем творить такие чудеса. Да, это мизер, но мы вносим свою лепту, мы дарим жизнь. Тузик и Джек, Умка и Майя уже дома, осваиваются, знакомятся, досыта накормлены и спокойно спят. Радостные кружатся вокруг ног этой доброй женщины, не отходят от нее, понимают и видят, что от нее идет тепло и добро. Не надо прятаться в будку, прижиматься к земле или в угол и бояться кирпича по голове. Впереди много забот, прививки, кастрации и так далее, но страшное уже позади. Джек и Тузик, которых не убил сынок, благодаря пожилой матери, что заступилась за них, подставив себя под кулак. Умка и Майя, скелетики, сестрички-красавицы, худенькие, стройненькие, которых почти не кормили, на цепи скачущие без будок, в ливень, без еды. Мы их спасли, мы их привезли. Поскакушка Агни, которая приехала на днях из Краснодара, простерилизована. Операция сделана в долг. Как только Агни поправится, проставим ей необходимые прививки. Друзья, работа идет по всем направлениям. Спасти – это не только забрать с улицы и накормить. И на все нужны деньги. Без них, к сожалению, ничего не сделаешь. Поэтому постоянно нужна ваша помощь. Постоянно и ежедневно. И в продолжение краснодарской темы посмотрите на эту собаку. Хозяева намерены избавиться от нее любыми способами. Любыми. Что такого им сделало это беззащитное, ласковое, рыжее создание? Вряд ли мы узнаем. Но нам дали несколько дней. То ли нечем кормить, то ли уезжают, и резкое слово «надоело». Грозно. Собака, видим, лежит за будкой, в теньке, ненавязчиво, не снует под ногами, не радуется жизни, знает, что не приласкают, не погладят, да и дадут ли еды. Или ползет по земле, как бы извиняясь, не машет хвостом, лишь бы не ударили. Видно, что не сладкая жизнь у собаки. И вот эти несколько дней надо быстро решить. И как всегда, я обращаюсь к вам, друзья. Давайте ее спасем. Обращаюсь за помощью. Срочно нужны финкураторы. Кто готов участвовать? Пожалуйста, напишите нам на любую сумму ежемесячно. И снова о жестокости хозяев. Стерилизовать? Нет. Самовыгул? Пожалуйста. Итог. Собачка родила. Небольшая. Всего 8 килограмм веса в ней. А дальше она никому не нужна. Со своим пометом. 5 штук. Только открыли глазки. Разве люди, точнее не люди, это не знали? И ночью
Они привозят эту перепуганную малышку с ее детьми в коробке в центр поселка станицы. Типа, кому надо, разбирайте, а никому не надо. День простояла коробка с живыми существами на солнце, потом под деревом, а ночью ливень. И мамка не отходит от своих щенков. Она в стрессе, она в шоке от предательства хозяина. И никому во всей станице нет до них дела. На передержке номер 1 еще прошли работы по благоустройству, очередные. Конечно, хотелось бы начать и закончить, но мы делаем, как только накопится какая-то сумма из вашей помощи. Скоро дождливая осень, сварочные работы нужно проводить сейчас, пока позволяет погода. Друзья, давайте поднатужимся, пожалуйста, и в зиму уйдем с нормальной территорией, с выгульником. Это очень важно для хвостиков, для их безопасности. Мы делаем все, чтобы было для них безопасно. Нужна территория, нужен выгульник. Надо зонировать обязательно. Вот они их уже все вывезли. Это вот пивняк, который я весь посрубала. Это все корни. Добби. Вот это уши. Кто такая красивая девочка? Кто такая красивая девочка? Добби? Добби. Ну, пошевели ушами. Ты сейчас так классно ими шевелила, когда стояла. Иди ко мне. Блин, ко мне никого не подпускает. Выгульник позволит жить собакам в мире. Зимой спасали, не разбираясь. Есть и очень активные, доминантные, даже, я бы сказала, нагловатые хвостики, которые привыкли так вести себя, чтобы выжить. Они иногда обижают скромных. Есть ведь и застенчивые, есть трусихи. Разные у нас собаки. И каждому нужна своя территория. Нельзя им находиться всем вместе. Поэтому выгульник нам просто жизненно необходим. Как видите, друзья, работа не останавливается. Честно сказать, не знаешь, за что хвататься. Корм нужен, выгульник нужен, пиар и оформление документов нужно, прививки и кастрация – все очень важно, все необходимо. И это нужно нам ежедневно, каждый день. Пожалуйста, помогайте, помогайте, пожалуйста.